Мечеть Суухдере стала настоящим украшением и гордостью микрорайона Борчахрах и всего Ахмеджита. Ее история началась в 2006 году. Тогда местные жители своими силами пытались построить джами, но на начальном этапе строительство было заморожено. Спустя более 10 лет местные инициативники вернулись к идее возобновить строительство. В 2018 году появилась идея с 10 тысячами рублями. Мы прибрали всю территорию, скосили тут траву, мы, я не знаю, дня 2-3, наверное, ее косили, убирались, что-то завозили, потому что не было вообще ничего. Надо было хотя бы там вагончики какие-то, емкости притащить, чтобы что-то как-то, работу делать. Все, дальше думали, как это все начинать, потому что деньги нужны были большие. Во всех социальных сетях был объявлен сбор средств на строительство мечети Суухдере, на который откликнулись не только жители Крыма, но и неравнодушные из-за пределов полуострова. Завозили материал, кто может там песок привозить, кто щебень, кто ракушку завозил, цемент. Подняли стены, дальше у нас аппетит разыгрался, азарт появился. Работали сразу на опережение, наперед, то есть лес пробивали. Леса тоже у нас там на 800 тысяч, по-моему, тогда вышло только. Заказали, привезли лес. После леса у нас там фермы варились, тоже там сумма большая была. Нашли, кто сварит, в общем, все это подготовили. Ну и получилось так, что вот 18-й год, 19-й год, 20-й год. Но за год мы быстро все подняли. Когда мы штукатурили, тут люди в шоке были. 4 дня вся мечеть была внутри и снаружи заштукатурена. Тут человек 50, наверное, муравейник такой было. Завезли вату, начали ее клеить, походу крыша собиралась. При строительстве мечети Суухдере главной задачей было выдержать крымско-татарский стиль, чтобы мечеть была не только местом для совершения религиозных обрядов, но и стала архитектурным наследием народа. Крышу мы заказывали, черепицу, тоже долго выбирали, хотели национальное что-то. Черепицу, поэтому мы нашли в виде ханского дворца. Привозили нам ее, сейчас я могу путаться, это Испания или Италия, то есть оттуда мы заказывали. Дом Аллаха надо делать из самого лучшего материала, чтобы он остался на века. Стены, конечно же, по проекту были другие, но именно саман всегда и везде использовался в отделке в наших домах. Это всегда было просто, приятно глазу. Это использовалась солома, желательно брали там ячмень, она более чистая. Брали, глину, там наносили и просто звездочкой покрывали. И тогда стены дышали, и в этом помещении находиться было комфортно. Общая площадь мечети Суухдере составляет 600 квадратных метров. Здесь одновременно могут совершать намаз более 700 человек. Наш джами считается двухэтажным, то есть основной это нижний этаж для мужчин, а верхний сделали для женщин. Женский, этаж вмещает примерно 100 человек, до 150 это потеснится, если нижний этаж, я думаю, где-то 600 человек спокойно вместится, потому что у нас еще есть территория при входе. Но работ на территории мечети Суухдере еще немало. Они продолжаются по мере поступления денежных средств. Цели и задачи амбициозные. Есть у нас, михраб, мы его должны отделать. Пока я еще не нашел мастеров, будем искать, работать над этим. Остался у нас потолок. Потолок тоже будет, ручной орнамент делаться. Люстру, наверное, иншаллах, мы тоже хотели бы вручную собрать здесь. В планах первый приоритет, это, наверное, будет обрезханя. Потому что ее нужно запустить, так как уже очень много людей приходит. А в дальнейшем, конечно же, самая главная цель – это школа хафизов. Она будет строиться, иншаллах, у нас на 3 этажа. Проект у нас готов уже. Первый этаж это будут классы, в которых будут ремесла национальные наши. Второй этаж это будут мужчины, там третий женщины, девочки, мальчики. Сегодня в мечети Суухдере 5 раз в день звучит азан. Проходят праздничные и пятничные молитвы. Сюда приходят не только местные жители, но и приезжают мусульмане со всего Крыма и гости из других регионов. А в месяц Рамазан каждый день проходят коллективные ифтары.